Белогорск. Много столетий это Карасу-Базар. В XVIII веке некоторое время был столицей Крымского ханства. Даже при Российской империи название города не меняли. Тут жила мама режиссера Ахтема Сейтаблаева. Семья моей мамы, если я не ошибаюсь, уже тогда, в 1944 году, в мае месяце жила в Карасу-Базаре. Это Белогорск. Такое название сейчас у этого населенного пункта. Семья моего отца жила в селе Мамаша, это возле Севастополя. В советские времена село получило название Орловка. Вот именно оттуда они были депортированы. В небольшом селе Баской в Степном Крыму, куда бежали от репрессий его родители, родился Мустафа Джемилев. Этого села уже не существует. А родовое село лидера крымско-татарского народа – Айсерес в Судакском регионе. В переводе с греческого означает «Святой Сергий». Советская власть переименовала его в Междуречье. После депортации уничтожили даже кладбище крымских татар. После подписания Кучук-Кайнаджарского мирного договора в 1771 году Россия оговорила для себя покровительство над христианами в Крымском ханстве. Покровительство использовала по-своему, по-русски. Она начала депортировать христиан в внутренней губернии Российской империи, преимущественно в район Мариуполя. Произошло очень большой массовый переход христиан в ислам, только чтобы не подвергаться депортации. До депортации было 2 кладбища. Одно мусульманское, действующее, а другое закрытое, там никаких захоронений не было. И наши деды говорили, что вот здесь вот захоронены наши предки, которые еще не были мусульманами. Такое вот. Ну, сейчас там ни того, ни другого кладбища нет. После депортации 1944 года все следы пребывания крымских татар, они искоренили, все разрушили. А это Красногвардейская. Советское название в Крыму так и не прижилось. Поселок местные между собой называют по старому крымско-татарскому топониму Курман. То есть полевой стан, переводит нам Заир Смедля, крымско-татарский активист, который тут живет. Упоминается в 1784 году, что начали здесь строить поселок на месте развалины Курман-Кемельчи. А почему были развалины? Российские войска под руководством фельдмаршала Миниха совершили набег на Крым, разорили где-то порядка 1000 деревень в степной части Крыма, сожгли, уничтожали женщин, детей, стариков. Изобильная неподалеку от Алушты. До депортации это Карбикуль. Отсюда предки Эмине Джипар. Села Хайманчи и Ойрат, где жила другая часть предков Эмине, исчезла после депортации народа. Остался только южный горный Карбикуль. Крымские татары выращивали там фрукты. Мне сейчас удивительно, как можно выращивать фрукты в горах. Можно, оказывается. Это, кстати, то, о чем пишет большинство исследователей, что после депортации утеряна традиция сохранения воды. Потому что в Крыму из-за экосистемы, учитывая разные географические, климатические условия, воду добывали. Была система акведуков, которая существовала в южной части Крыма. Именно поэтому сельское хозяйство было развитым при крымских татарах. Кучук-Узень переводится как «малая река». Отсюда род Джамалы. На карте это Малореченская, возле Алушты. Тут до сих пор действует источник-фонтан, который нашел ее прадед. Там занимались выращиванием винограда. И по сей день, собственно, там и есть даже винзавод Малореченская. Одно из ярчайших таких воспоминаний – это то, что мой прадедушка Джамаладин, он вырыл родник, настоящий чухрах. Там он есть по сей день и пользуется все село. Даже вот сложно об этом как-то говорить, потому что такой важный момент. Все было у них замечательно.
Были свои родники, свои виноградники, сады. Бабушка Эмине Джипар Ниса была фактически за мать для семьи. Та умерла еще до депортации. Когда во время насильственного выселения людей согнали на площадь, смогла пробраться домой, собрать ценности и выжить благодаря этому. Две сестры, они были в разных вагонах, и еще сестра, которая их искала. Одна умерла прямо в процессе депортации, в другом вагоне. У этой сестры было 2 маленьких детей. Бабушка говорила, что она нашла их в каком-то детском доме. Они уже опухли от голода. Она рассказывала, что еле успела их спасти. Она подкупила какую-то женщину в детском доме, отдала ей золотой дукат и выкрала 2 своих племянников. Насильственное выселение не пережили тысячи крымских татар. Умирали прямо в вагонах-теплушках. Так прабабушка Джамалы потеряла свою дочь. Бабушка рассказала, что она захватила небольшой мешок какой-то крупы. Честно, не могу сейчас вспомнить, какой именно. Вот, но это забрали. Еду забирали практически сразу. Вот. У нее на руках была грудная девочка, которая, к сожалению, не пережила этот путь. Харбабашка, Рамитли Харбаба уже часто вспоминал о том, что постоянно был голод. То есть это действительно его настолько травмировало юношей, что он не был никогда сытым. И он постоянно вот до самой старости всегда говорил о еде и переживал, чтобы всегда была еда. Некоторые детские воспоминания матери Ахтема Сейтаблаева стали эпизодами фильма о депортации «Хайтарма». Ушли нацисты. Большая радость. Солдата в советской форме бабушка пригласила домой, накормила. Он увидел детей, даже позвал к себе мою маму, посадил к себе на колени и вдруг начал плакать. На вопрос моей бабушки, почему он плачет, сказал, что очень похожа на девочку, его дочь, почти тех же лет, которую он почти совсем не видел. А ночью он уже пришел в компании других солдат и офицера для того, чтобы депортировать семью моей мамы. Но он был тем, кто хоть как-то пытался помочь в этом ужасе. В определенной мере, благодаря ему, не забыли документы, взяли какое-то зерно. Некоторые семьи потеряли свои дома дважды. Дом семьи Мустафы Джемилева советская власть сначала превратила в клуб, потом отдала людям, заселенным в Крым вместо крымских татар. Джемилеву удалось выкупить дом, но после 2014 года на него наложила арест российская власть. Вот сразу хозяин почувствовал, с кем имеет дело, и заломил такую цену, что там дворец можно купить на такое. Но тем не менее, после долгих, что-то, по-моему, на $50 тысяч. Но для сельского места это огромная цена еще по тем временам. Все-таки этот дом выкупили, передали фонду Крым. Мы там планировали еще рядом еще одну какую-то там землю выкупить и сделать так местом отдыха для ветеранов национального движения, все такое. Вот нагрянула оккупация, и теперь оккупанты наложили арест на все имущество фонда Крым, так что под арестом. Многим крымским татарам, выехавшим на материк, дорога домой сейчас закрыта из-за активной государственной или общественной деятельности. Так это и для Эмине Джипар. Она скучает по родительскому дому в Керчи, который семья построила после возвращения из депортации. Мои родители строили свой большой дом, двухэтажный, о котором мечтали. Для меня это было одно из самых ярких воспоминаний детства, когда я присоединялась к отцу, и мы планировали, где будет чья комната. Вот я мечтала о своей комнате. Этот дом они строили почти 10 лет, и для меня этот дом – олицетворение судьбы моей семьи, судьбы моего народа, и больше всего я скучаю именно по этому дому. Джамала хотела бы, чтобы Крыму вернули его настоящую историю. Мне бы вообще хотелось, чтобы вернули не только названия разных сел и мест, а и действительную правдивую историю о том, сколько было там по-настоящему крымских татар, сколько их проживало, как они проживали.
В общем, мне бы хотелось, чтобы рассказывали настоящую правду о коренном народе Крыма. Восстановление географических крымско-татарских названий – это важная часть борьбы за деоккупацию Крыма, считает Мустафа Джемилев. Мы в свое время создавали комиссию по восстановлению исторической топонимики, потому что если речь идет о реабилитации депортированного народа, это означает не только их оправдание, что признать незаконности депортации. Законом о декоммунизации в 2016 году парламент Украины переименовал 75 крымских населенных пунктов. Но исторические названия они получат после деоккупации. Александра Шевченко, Алексей Надорогань, Александра Сурган для Крым Реалии.